А это довольно сложно. Ну, ты знаешь, со временем научишься, тем более для первого раза у тебя очень неплохо получается. Да, и тут очень холодно. Ну а на улицу зима, уже неделю идет снег. Кстати, как по-крымско-татарски будет зима, снег? Точно, я ведь до сих пор тебе об этом не сказала. Итак, снег по-крымско-татарски кар. Кар, снег. Но он еще белый, холодный. Бияс ве звук кар. Бияс белый, сувук холодный. Бияс, ве, сувук, кар, Сувук. сувук, кар, ките. Правильно? И что ты сейчас сказал? Ну, я знаю глагол китмек, идти, а значит снег идет, кар, ките. Прости, я ведь тебе до сих пор об этом не сказала. В отношении осадков у нас используется другой глагол. Ты прав, кетмек это и вправду идти. Но, например, лить, падать, используется глагол яга. Как, например, идет дождь, ягмур яга. Идет снег, кар яга. Получается, бияс, ве, сувук, кар, Сувук. сувук, кар, яга. Правильно? Догру. А теперь послушаем нашего Тимура Оджа. Салям алейкум. Разговор о снеге меня чуть не заморозил, но меня греет то, насколько легко и непринужденно вы изучаете родной язык и в каждом занятии находите что-то новое. Итак, давайте проверим домашнее задание. Первое задание. Бырынджи вазифе. Вместо точек поставьте аффиксы дательно-направительного падежа. Кушка, карталга, боденеге, сабага, кунге, акшамга, шерге, эвге, расимге, муратка. Мен базарға кетем. Сен ғурзувқа кетесің. О шерге кете. Сен түкәнға кетесің. Второе задание. Экинджи вазифе. Переведите на крымско-татарский язык. К птице, кушка, к моряку, денизджеге, к перепелке, боденеге, к утру, сабаға, к вечеру, акшамға, к Тимуру, Тимурға, к другу, достума. Они едут к морю. Олар денизге кетелер. Бекир приедет домой к вечеру. Бекир эвге акшамға келер. Я отдал книгу учителю. Мен китапны оджаға бердім. Третье задание. Учинджи вазифе. Запишите в один столбик слова в родительном падеже, в другой в дательно-направительном падеже. Родительный падеж. Шайынның, бульбульның, адамның, мектепның, мышықның, тизенің. Дательно-направительный падеж. Көйге, азбарға, хоразға, чіпчеге, сабаға, эмджеге. Догру. Догру. Машала, Рушен. Салыше. Но давай все-таки вернемся к разговору про зиму. Да, ты прав. Итак, зима, кыш. А декабрь мы называем так. Ильк, кыш, айе. Ильк – начальный, первый, кыш – зима, ай – месяц. Что дословно означает начальный месяц зимы. Ильк, кыш, айе. Ну, довольно точно, потому что декабрь как раз первый месяц зимы. Верно. А дальше? Январь, кара, кыш, айе. Кара, кыш, айе? Подожди, кара черный? А при чем здесь черный? Кара. Дело в том, что у слова кара очень много значений. Одно из них – лютый, злой. А кара-кыш уже имеет устойчивое выражение в нашем языке, что означает разгар зимы. А, ну тогда логично. Кара, кыш, айе. Как раз таки январь самый холодный месяц. Кара, кыш, айе. Кара, кыш, айе. Молодец. Январь, он как раз таки самый холодный месяц, и это самый разгар зимы. Верно. Ты уже знаешь такие слова, как балабан и буюк. Да, балабан, буюк – это большой. А маленький – кычик или кучук. Февраль, кычик, ай. Кычик, ай. Ну, это тоже логично. Февраль как-никак самый маленький месяц в году. Верно. А теперь давай немного поупражняемся. Ты скажешь мне слова «зима» и «снег» в тех падежах, которые ты уже знаешь. Именительный, родительный, дательно-направительный. Хорошо, но я буду все-таки пользоваться своей таблицей аффиксов. Ладно. Так, давай, Рушен, надо поразить еще своими знаниями. Пока ты меня поражаешь только своим хвастовством, а не знаниями. Сейчас ты опять скажешь Махтана Берми, да? Нет, не скажу, потому что я вся во внимании, как бы ты ни пыталась меня отвлечь от слов «зима» и «снег» в трех падежах. Ладно, хорошо. Получается не хыш кар, Кар. кар, ненын хышнын карнын, неге хышха карга. Правильно? Фух. Браво, Рушен, вижу, ты хорошо усвоил первые 3 падежа крымско-татарского языка, но их всего 6, так что вперед! Винительный падеж. По-крымско-татарски тушумкелеша, от слова тушумек, в смысле вспомнить кого, подумать о ком, о чем. Слова в винительном падеже крымско-татарского языка отвечают на вопрос «кого», «кымна» и «чего», «нена».
Но «не-на» в данном случае по значению больше похож на вопрос «что?». Конечно, обратите внимание на аффиксы. Этот падеж имеет два варианта аффиксов – твердый «н» и мягкий «не». Тшумкелеша – винительный падеж. Вопрос «кмн» – кого, «не-на» – чего, что. Аффиксы «н», «ни». Как видите, все очень просто. «Кмн» – айщена, татамна, тиземна, «не-на» – кышна, карна, бульбульна. А ну-ка, Рушен, скажи, почему в одних случаях используется аффикс «н», а в других «не»? Оджам, это правило сингармонизма. Если основа мягкая, то и аффикс заканчивается на мягкую гласную. Например, как в слове «тиземна». А если основа твердая, то и аффикс заканчивается на твердую гласную. Например, как в слове «кар» – «снег». Все правильно, Рушен. А теперь поупражняйтесь с Айше в образовании слов в винительном падеже. Видишь, как просто? В винительном падеже всего два вопроса. Кмн – кого, не-на, чего, что. И всего два аффикса – «ны» и «ни». Очень легко запомнить. Давай поупражняемся. Я тебе буду говорить слова или словосочетания по-русски, а ты будешь переводить их на крымско-татарский язык. Ну, ладно, давай попробуем. Достум. Достум – это друг. Так, достум мой друг, вижу кого друга, а значит кимна, достумна, правильно? Добро. А теперь усложняю задачу. Нужно будет вспомнить личные местоимения и употребить слово «достум» с личными местоимениями в винительном падеже. Это надо правда вспомнить. Ну, здесь нет ничего сложного. Сначала добавляешь к слову «достум» аффиксы принадлежности, которые мы с тобой уже проходили, а после аффиксы винительного падежа. Смотри, к примеру, слово «картал». Добавляем к нему аффикс принадлежности первого лица. Мой орел – меном карталом. Теперь к слову «карталом» добавляем аффиксы винительного падежа. Получается кого? Моего орла. Мена, меном, карталом, на. И то же самое во втором и третьем лице. Твой, его. Хорошо, ну давай попробую со словом «дост». Так, «дост» — это друг. Получается «ким» — «миним достум», «кимны» — «миним достумны», «ким» — «сенен достум», «кимны» — «сенен достумны», и «ким» — «онын досту», и «кимны» — «онын достуны. Догру? Правильно. Теперь усложняю еще раз задачу. Попробуй перевести предложение. Я люблю снег. Так, а напомни, как будет «люблю» по-крымско-татарски? Севмек. Люблю. Севем. Значит, мен, харна, севем. А теперь посложнее. Люблю я снег, белый и холодный. Да, усложняешь задачу. Хорошо. Севем, мен, харна, бияс, весук. Ну, я так и знала. Просто взял и перевел по-русски. Слово в слово. Да что опять не так? Все не так. Да ты лучше бы объясняла, чем все не так постоянно. Спокойствие, друзья, никакой трагедии не произошло. Просто Рушен ошибся в порядке слов в предложении. Дело в том, что в крымско-татарском языке, в отличие от русского языка, строго соблюдается порядок слов в предложении. Помнишь, Рушен, на прошлом занятии мы говорили, что сказуемое всегда стоит в конце предложения. Есть и другие правила. К примеру, подлежащее всегда стоит перед сказуемым. Поэтому нельзя говорить «севем мен». Правильно? «Мен севем». Вообще в крымско-татарском языке подлежащее имеет доминирующее значение в предложении и практически всегда стоит в его начале. Просто нужно запомнить: подлежащее на первом месте, сказуемое на последнем. Вот еще одно правило. В крымско-татарском языке определение всегда стоит перед определяемым словом. Поэтому «кар бияс ве сувок» неправильно. Правильно «бияс ве сувок кар». Ты все понял, Рушен? Давай повторим еще раз. Подлежащее находится в начале предложения, сказуемое в конце, а определение стоит перед тем словом, к которому оно относится. А теперь переведи еще раз. Люблю я снег, белый и холодный. Мен, бияс, ве, савук, Сувук. сувук, харны, севем. Молодец. А теперь переведи еще одно. И предупреждаю, я буду специально тебя путать. Вижу сокола красивого. Видеть кормек, вижу корем. Мен, дюльбер, шайны, корем. Правильно? Слушай, на самом деле так очень удобно. Подлежащее в начале предложения, а сказуемое всегда в конце. Я рада, что ты все понял. А теперь давай посмотрим образовательное видео со словами в винительном падеже. Фера кымны беклей? Фера ocağını bekleyin. Oca defterini berdi mi?
Hoca defterini berdi. Sen kimni ko'ryasan? Men Zeynep'ni ko'ryapman. Sen neni aldın? Men filconni oldim. Alim neni unutdi? Alim vazifeni yapmağa unuttu. Sen kimni chaqirding? Men ağamni chaqirdim. Ну вот, ты уже все знаешь о винительном падеже и о порядке слов в предложении. Ну да, это был уже 4-й падеж, осталось всего 2. Я думаю, и с ними справлюсь. Там ведь самое главное выучить правильные вопросы и аффиксы. Мгм. Кстати, сходим в следующий раз на каток? Мне очень понравилось. Ну, посмотрим. Машалла, достлар, вы сегодня плодотворно поработали, осталось только закрепить знания, выполняя домашнее задание. Итак, давайте запишем его. Первое задание. Бырынжи вазифе. Вместо точек поставьте аффиксы винительного падежа. Н или ни. Второе задание. Эканджи вазифе. Распределите слова по падежам. Именительному, родительному, дательно-направительному и винительному. Учинджи вазифе. Третье задание. Составьте предложение из представленного набора слов и переведите их на русский язык.